О, с хрустом сломал. Хороший. Во. Тоже тут путник есть. Понятно. Не ожидал я вас тут увидеть. Немножко, как сказать, этот гнилой. Вообще хорошие, между прочим. Отлично. Этот, как сказать, главное, чтобы не перепутать. Есть поганки, ядовитые грибы и съедобные. Фу, блядь, так жарко стало. Места какие шикарные тут. И даже груздей нету. Тишина. Одни поганки. А вот он. Хотел камеру выключить и увидел. Хороший. О. Такой. Этот. Хорошенькие такие. Прям ломаешь и звук такой, хруст, губ. Этот высох. Тоже высохшие грибы. Даже цвет уже поменяли. Бледные стали грибы. Недостаточно влаги. Там подосиновик какой-то интересный, большой. Сфотографировать. Фотографии, ребят, в телеграм-канале посмотрите. Некоторые фотографии. Он какой, смотри, здоровый даже. Следы. 3 линии такие. Чьи-то следы интересные. Ой. Ну как бы он упругий, но вот весь в этом, как сказать, черви ходили тут. Ой-ой-ой. Просто жесть. О. Плохой. Вот еще один. Ой. Плохой. Хороший. Но мы называем его так называемый путник. Он такой светло-коричневого цвета. Упругий сам гриб. Такой мясистый. И на вкус очень вкусный тоже. Между прочим, этих, как сказать, волнушек и совсем мало. Раздел, блин, но снял вообще, как же, снял шапку. Вообще невозможно, жара. Очень жарко. Не пойму, где идти. Там такая вот старицы какие-то непонятные. Здесь тоже фиг знает, где лучше. Утки плавают. Обойти. Чуть подальше круг сделаю. Два чирка сидят. Кормятся.
Не попал. Бля, не успел. Что за фигня такая, блин? И там еще утка, оказывается, была. А я этого не видел. Здесь только 2 штуки видел. Чирки улетели. Просрал. Короче, не попал. Вот такая охота. Между прочим, прошлую, как сказать, на прошлой охоте я здесь гоголя добыл. На обратном пути 2 чирка были. Выстрелил, не попал. И в этот раз то же самое получилось. 2 чирка, бля, такую кучу собрались. Выстрелил, прям дробь легла. Хорошо тоже, но вот я не знаю. Какие-то заговоренные или как это называется. Капец. Нет, улетели. 2 штук видел, оказывается, на середине озера там еще один был. И еще тут, возле берега, 4 утки, чирки были. Промазал. Это я реально промазал. Почему так? Расстояние вроде нормально. Достаточно, чтобы вот добыть утку, но, к сожалению, так бывает. Не каждый выстрел удачный. Случайно вот на это озеро с другого места вышел. Тут даже лодка здесь есть. Если там утку добыть, там можно и на лодке подобрать. Да. Ну, хоть пошумели, и то ладно. Так подходил, что под ногами у меня сучья ломались. Вот они, наверное, уже насторожились. И хотя тут, когда первоначально я их заметил, они кормились. А вот здесь я шел, сучья под ногами ломалась. Даже не спеша обошел их, чтобы более ближе подойти. Но не получилось. Ладно, забираю ведро. Вот так вышел на озеро. Так вышел и случайно вот там заметил. А я обычно вон там выхожу, к этому озеру. Это сейчас они откуда-то появились или в траве, может, были. Вот и гадай только, остается гадать. Так. Идем дальше. В принципе, сейчас понял, где я нахожусь. А то там иду и не понимаю, где, что, как. А сейчас все реально понятно стало. Ух, какие хорошие, мохнатые, хорошие. Так. Вот еще. Ну, знаете, потихоньку набирается. Потихоньку, помаленьку. Этот гнилой. Тоже гнилой. Не скажу, что очень много, но наберется. Знаете, наверное. Груздят они, как всегда. Их много, конечно, тоже выходит в куче. Ну, бля, все гнилые. Мелкие и крупные, все одинаковые, наверное. Это более-менее. Но для этого, конечно, нужен, для сбора таких грибов нужен нож. Да хренище, прям поляна такая. И гнилые. Этот упругий, вроде. Вот грибы.
Эти маленькие, может, еще годные. Ой, тоже уже все. Блять, все в гнилье. Даже и смотреть нечего тут. Но здесь ведро, целое ведро. Легко можно набрать. Но они все такие фулбяки. Видите, кругом вон. Грузди, это все грузди. Вот здесь ранний выход был. Ладно. Пусть гниют. О, наткнулся на лисички. Вон они. Не знал, что они тут. Вон. Все, понял. Понял. Где вы растете? Увидел. Вот они, лисички. В собственном соку. Нож нужен для их сбора, конечно. Ножа нету. Придется так. Что-то я не помню, что здесь я собирал. Такая поляна нашлась. Все здорово. Ну, на любителя, конечно, этот гриб тоже. Вот я собираю, но мы неохотно его кушаем. Пожарим, конечно же, но лучше его пожарить и с приправами всяко разную, лук, вот это морковь отдельно от картошки пожарить, а уже гарнир, картошку сделать отдельно тоже. Ну, 2 блюда. Я набрал, так наберу быстро это ведро. Вон они. Уже не очень хороший вид, конечно, у них. Этот еще возьму. Так себе вид. Да, здесь, наверное, или подморозило, непонятно. Вот еще волнушка. Так, отлично. Короче, вот такой большой. И он чистый, не гнилой, ничего. А этот уже труха вообще. Ух. Это сердцевина тоже надо смотреть. А, здесь вот это место я помню. Точно, вот тут. Вот. Вспомнил. Вот сразу увидел и вспомнил, что здесь еще лисички-то. Вот они. Да-да-да. Их с ним тоже возьму. Может, и больше сбора такого не будет лисичек у меня в этом сезоне. Пока есть, лучше набрать. Чистишь. Думаю, уже потом почищу. Ой. Фу. Какие-то нехорошие уже на вид. Там еще гляну. Может, подморозило все-таки местами где-то. Поэтому или переросли уже. Во, подосиновые какие хорошие. Вот это да. Вам показать надо, смотрите. Шляпку возьму еще. Ну нафиг эти лисички везде. Не, больше не буду собирать их сегодня. Хотя еще места знаю их. Просто вагон можно собрать. Честно. Сейчас, видать, выход был хороший. Они есть. А места, где они растут, я знаю. И немного. И немало-то есть. И немало. Потому что, блин, сломал. Раньше их тоже собирал.
Обычно осенью все здесь течет, а бля, еще пересохло. Ух ты, какие сочные. О, вот это свежие. Вот здесь, видать, низина. Здесь все-таки сырость есть. И такие вот сочные на вид. Все. Где-то вот тут еще. А вон он. Видел, как будто был один. Так. Перехожу старицу. Старая все высохло. Новичку-то тут вообще потеряться за мгновение. Везде однотонный лес какой-то. Елки с березой. Ну, ведро почти уже наполнилось у меня. Какие-то тоже грибы. Непонятные коричневого цвета. Их много тоже тут. Так. Нам надо левее взять. Потому что вправо лучше не уходить. Да, влево пойду. Тут можно и потеряться. Ну, здесь-то я не потеряюсь, но в том смысле, что можно блуждать и время терять там. Лучше так. Наугад здесь лучше не ходить. Вот. Тут опять старица, вот видите? Я и говорю, везде. Какие старицы за старицей. Так. Так. Так, это получается. Да, еще вот это перейду. Да. И уже налево пойду. Там, наверное, все-таки какая-то дорога будет. Спотел ужасно как. Жарко. В сырых местах. Вот свежие, просто свежие они. Волнушки. Где вот меньше солнца. И вот ночная влага. Там свежие выходы есть немножко. Так. Так. Ладно. Давайте здесь перейдем все-таки. Потому что там идти не очень приятно. А здесь перейду. Все высохло. Ё-моё. Воды нету. Капец. Щиновик здоровый. Смотрите, как творог, как... Я не знаю, как это назвать. Чистейший. Вообще идеаль. Идеальный вариант. Вот это понимаю. Гриб. А не то, что, скажем, ломаешь и там черви выползают, блядь, пачками. Так. Так. Что-то совсем я не понимаю, где я иду. Вот это да. Солнце не выходит. С какой стороны? Север, юг. Хрен пойми. Наконец-то просвет появился. Думаю, там дорога. Да, реально, ребят. Без компаса, блин. Без солнца. Просто быстро-быстро можно там ориентир потерять. Так что в незнакомые места лучше не лезьте. Потеряетесь. Вот. Черника. Сейчас все звери, птицы на чернике. Где помет, везде черника. Забираем уток.
остыли уже. Все. С грибами, с утками. Возвращаемся. Тулан, наверное, ждет там нас. Тулан, выспался. Ну вот. Мы на избе. Да, сейчас летя. Вот так вот, ребята. Все. Вот такая добыча. 3 молодых уток. И ведро грибов набрал. Лучше, чем ничего. Бывает и охота вообще без результата. Сейчас отпущу. Бух. Да. Вон. Печка погасла, видать. Избушка тепло. Чего оно погасло, не понимаю. Да нет. Все прогорело там. В принципе, вон они, угли-то есть. Еще подкину, пускай тлеет.